Последние майские дни российские хоккеисты стали героями всех новостных лент. Они проявили характер, волю, доказали себе и миллионам болельщиков, что незаслуженно на многих из них не обращали внимания. В результате получилась настоящая командная игра. И пока аналитики обсуждают результаты мирового первенства, в нашем городе подвели итоги хоккейного сезона 2013-2014 и рассмотрели вопросы дальнейшего развития клубов «Луки Спорт» и «Экспресс». На пресс-конференции, которую великолукские спортсмены провели 29 мая, побывали и мои коллеги. Основной целью собрания хоккейной общественности города стало обсуждение вопроса о строительстве ледовой площадки. Ее отсутствие неблагоприятно сказывается не только на игре нашего «Экспресса» и «Луки Спорт», но и не дает возможности для проведения полноценного тренировочного процесса детского отделения хоккея, созданного в этом году на базе ДЮСШ-2. До этого года у нас вообще детский хоккей отсутствовал. И дети идут с удовольствием. Месяц мы отзанимались на льду, на настоящем, потом он растаял, потом дети убежали все. Ну и что, появился у нас пластиковый лед в парке культуры и отдыха. Несмотря на временное отсутствие природного льда в городе, хоккейный клуб «Экспресс» в этом сезоне занял 4-е место в первом дивизионе, а хоккейный клуб «Луки Спорт», выступая впервые на первенстве области во 2-м дивизионе, занял 7-е место из 10 и вышел в плей-офф. Такие результаты говорят о том, что хоккей в городе есть, и он благодаря усилиям самих спортсменов и поддержке администрации города развивается. Присутствующая на собрании Ирина Бушенкова сказала о том, что идея о создании городского ледового корта полностью поддерживается городскими властями. Потребность такая, она очень есть, имеет место быть. Многие дети хотят заниматься, кататься на коньках и заниматься хоккеем, фигурным катанием. Это действительно так. Мы это видим на тех площадках, которые создаются в городе Великие Луки. Это природный лед, который у нас имеется, несколько площадок в городе. Мы видим сами, каким большим спросом пользуются они во время зимы. Председатель комитета по молодежной политике и спорту Константин Максимов рассказал присутствующим о том, что в Рио губернатор Псковской области Андрей Турчак во время своего визита в город говорил о строительстве в Великих Луках ледового стадиона. 27 числа был губернатор у нас в городе, где проходила площадка внутрипартийного голосования. Уже это преддверие выборов губернатора. И из зала как раз был задан вопрос о том, когда же будет в городе лед. Губернатор ответил так, что этот проект не снят с повестки дня. Планируется появление этой площадки за счет средств ОАО «Газпром». И «Газпром» подтверждает этот проект. И мы надеемся, с его слов, со слов губернатора, что этот проект будет реализован к юбилею города. На повестке дня также стоял вопрос о создании Великолукской хоккейной лиги. Присутствующие единогласно поддержали идею ее создания и избрали рабочую группу, которой поручили разработать проект обращения к рио-губернатору Псковской области Андрею Турчаку с просьбой ускорить строительство арены с искусственным льдом из-за крайней ее необходимости.